Говорится, рыбаки не спят. Не спят, не спится. Ты с ночевкой, что ли, тут? Какой ночевка? Только меня говорю, не джулан таун видла. Тыртан же уграсен. Тыртатани, эстани, татани, этатани. И бокасы, дужудасы. И где клюет? Клюет в основном на Вот песке. в этой стороне, да? Да. Ага. Песок, песок, песок. Тяжей лохтай дом везданы. Тика сутлында удачно даже. Коля, нас вот тут мы пробовали, вот здесь, и ни хрена тоже не поймали. Так, ладно, Таны. А поворот выйдет оценка или? Эге. Sen gimana tuh berdua ya kan? Ada kumin casin dalam waktu ini. Eh, Dah. tidak berapa sih? 20 ini. Apa ya kodlan? Terus mesakis. Тут нам надо конкретное. Ладно, мы на повороте искали, да? Будем пробовать на повороте. Уже что и поймаем там, да? Телефон нам. Доехал до нужного места, где я буду рыбачить, пробовать. Вот тут уже готовые лунки. Кого-то. Здесь кто-то уже рыбачил. Следы там на повороте Игорь наш. Мужичанин тоже рыбу пытается поймать. Тут тоже лунки, везде лунки. И там устья реки. Устья реки. Уже как-то весной я видео выкладывал. На уто ходил. Возле этой реки я стоял вон там. Возле тех кустов вон там. И там еще вон шалаш. Все это я показывал. Выкладывал, наверное, в мае. На весенней охоте ходил. На охоту. Вот здесь, наверное. Здесь, возле песка, попробуем поймать что-нибудь. В общем, попытаемся. И вот пониже там, вот устье реки выходит на Нижеру. И там тоже яма глубокая. Летом хорошо тут ловится. Зимой непонятно. Надо пробовать. Или чуть ниже спуститься вон туда. Можно вон там. Ладно, пробуем. Одну лунку уже просверлил. Для приманки. Еще вторую. Полметра, сантиметра 70. Две лунки хватит. Одна для приманки, вторая для удочки. Фу. Возле самой устья реки вот тут. Вот здесь вот выходит речка тоже. Здесь глубина, яма. И вон буран мой. Там возле бурана там старая лунка была. Уже туда поставил одну удочку. Будем там и здесь пробовать. Может, где и повезет. И вот еще покажу вон. Верба, как красиво. Уже все. Сегодня 20, не помню уже. Фу, блин. 24 марта, наверное. Вон как. Все уже. Вербу хоть собирай. Все красиво. Перешел обратно к бурану. И вот уже у нас одна рыбина тут. Ой. Один мых очень маленький. Но пока пусть на льду полежит. В конце рыбалки, наверное, если ничего не поймаем, обратно отпустим. Сейчас пока пусть позагорает на льду.
Ждем, может еще клюнет кто. О, опять подошла. Вон, смотри, здесь. Вот она. Чуть покрупнее. Все, наверное, сюда и перейдем. Здесь и будем рыбачить. С того берега я удочку тоже сюда принесу. Блин, снимать и ловить как-то неудобно чуть-чуть. Но я смотрю, рыба подошла. Пока мелкая. Вон. Ну, это уже более-менее. Вон как. Уже чуть-чуть нормально так. Угу. Еще одного поймаем. Пытаемся. И палатку, наверное, сразу сюда. Без палатки продувает. Как я понял, рыба подошла. Вон 2 штуки поймали. И надо за ледоколом и пробовать. Еще вторую минуту сделаем. Черный лед. Так он тоже, если течения нету, не скажу, что опасно тут ходить. Крепкий лед, но с осторожностью надо ходить. Птиц сколько, смотри. Сколько птиц. Как весело. Сейчас вообще в лесу очень приятно ходить. Тут что? Тишина. Тут глубоко вообще. Такая яма, оказывается. Вот такая глубина. Метр, 2. 4 или 5 метров тут, в общем, глубина. Очень глубоко. Так, даже и в такой глубине не привык рыбачить. Я обычно 1-1,5 метра, когда быков ловлю, ельцов. Я в этом фильме их буду ельцов называть, как и, в общем, как мы называем мык. И все видео, наверное, буду, когда на рыбалке, на ельцов буду ходить, я буду называть, пошел на рыбалку, скажем, ловить мыков. Здесь даже в катушке лески не хватило. Такая глубина, оказывается, тут. У меня в катушке там мало лески. Здесь он 2 крючка. Ладно, наверное, туда сходим, там попробуем. Нормально уже сядем. Рыбу, в принципе, нашли, где рыба стоит. Будем пробовать дальше рыбачить. Так. Все, как перешли с того берега, еще одного ельца поймал. Установили палатку. Ждем. Тут не глубоко, где-то 1,5 метра, наверное, 20 может глубина. Она опять подошла. Ок, ушла рыба. Вот хитрый, да. Опять подошла. Надо крючок поменять, и все время клюет. Оп. Ну что ты будешь делать? Ай-яй-яй. Еще запуталась у меня тут. Все, так они. Это Барбара Лаурия. Опять подошла. Ну что ты будешь? Так. Есть. Вот она. И не мелкая. Так долго она играла. Крупный елец.
Крупный мык. Не мелкий мык. То к одной удочке подойдет, то к другой. О, вообще здоровый. Вообще здоровый мык. Вот, смотри. Здоровый такой мык. Вообще крупный. И сейчас вот ил даже там, что-то там. Непонятно, что у него во рту. Опять подошла. И все сегодня поклевки идут на желтую мормушку. Все на желтую. Как ни странно. Вот опять. Вот. Тут тоже хорошо пошла. Хорошие поклевки пошли. Мык подошла, видимо. Мык подошел. Опять подошла. Оп. И ушла, как всегда, блин. Дернет. И я не знаю почему. Но вытаскиваешь и все пустое там. Выплевывает или за грузило иногда дергает. Вон, опять вот поддергивает, так подойдет. Странно как-то. На этой лунке уже третью удочку меняю. Сейчас попробуем. А вот подошла. Клюет что-то. Так клюет, а брать не хочет. Еще третью удочку попробуем. Меняю все время. Пытаюсь подобрать какую-нибудь мормышку более уловистую, но пока не получается. Пробуем на эту поймать черной. Опять подошло. Вот есть. Не мелкая, в принципе, нормально. Вон, красавчик. Вторую мормушку еще. Пустим, да. Попробуем на эту. Вот тут течение или я не понял, что тут. Да нет. Вроде нету течения. С поплавком. Подошла он сюда. Клюет. По поплавку видно, что клюет. Сейчас подождем. Ой, нифига. Чуть не утащил. Опа. Так. Шла, родимая. Шла. Вот так чувствовал его, как мормышка во рту у него был.
И дернул, и как-то сорвалась. Осторожничает, одним словом. Такого сильного жора нету. Берет потихоньку, но надо время ждать. Ну все, сегодня приехали на пару часов только рыбалка. И обратно надо поехать. Рано утром выехали. Подождем еще, посидим. Вот подошла. Оп. Тянет, но... Ох ты! Ну блин. Такая поклевка. И... наверное, мелочь. Что-то непонятно. Вот так играешь, даже не подходит. И за все утро, все время на желтую мормушку подходит. А ты ж смотри, что за рыба такая, блин. Сейчас не буду дергать. Пусть подергает. Достал уже, но. Вот, смотри, выплевывает моментально. Бесполезно подчекать. Какая-то хитрая или мелкая вообще. Ну, опять сюда. Вот блин. Вот и поймай его. Клюет, но не берет. И сюда опять подошла. Вот она. Наконец-то. Еле-еле поддергивал. Ох, хитрый. Хитрый мык. Он. Но я его перехитрил. Вот на такую мормышку и берет. О, поддергает вон. Опять дергает. Вот такая мормышка. Вот. Вот в основном ловлю. Сегодня ловится на эту мормышку. Вот это да, вот это поклевка, понимаю. Ёпты, вот это поклевка. Чуть не утащила удочку. Угу. 5. Все. Пару раз клюнет и... здесь тоже. Фух. Ну, молодец. Дернет так дернет. Обе удочки. Здесь несколько штук их видим. Вон. Оп. Нет, не возьмешь. Не возьмешь. Ну, опять. Вот она. Хитрюга. Вот она хитрюга. На свинцовую мормышку взяла. Вот. Очень осторожно берут. Трудно ловить. Не знаешь, как подчекать.
но интересно. Иногда бывает так, сколько раз уже сейчас ходил тоже на рыбалку, ничего не смог заснять из-за того, что клёва вообще не было. Схожу утром где-то на часик, ни одной поклевки и обратно возвращаюсь. Сегодня хоть подчекать не удается каждый раз, но интересно. Сидишь и клюнет, и еще хочется посидеть. Ага, опять. Оп. И здесь тоже. Главное одновременно так начнет дергать. Такое ощущение, как будто большая рыба одну леску трогает, это хвостом вторую шевелит. Ну, подошла опять. Да. Хитро. Опять подошла. Дергает, дергает. И там тоже вон. Опять обе удочки. Все ушло. А, нет. Нет, еще подергивает. Есть она. Вон она. Я же говорил, не ладь, блин. И даже вон у меня такой тройник. Вон. Такой тройник. Сейчас покупал. И вон, смотрите, куда он зацепилась. Вот рот. Там во рту всякая хуйня тоже там. Ил, я не знаю, что он там ест. И вот под щеку он зацепился. Вот. Опа. Это считается спортивный мых. Красивый ведь. И сейчас вот почти у всех рыб вот чешуя. Ну, наверное, он тоже меняет чешую, как я понял. У всех рыб вот такие участки без чешуи. Была бы одна рыба без чешуи, это другое, а почти все. Из-за этого, наверное, и такой неактивный клев тоже может быть. Может, рыба тоже стоит на месте, как-то мало ходит. Опа. Сразу обе крюка там сработали, непонятно. Подошла. Оп, блин, сорвалась рыба. Прямо ощущение такое, чувствовал я его. Чувствовал, да. Во рту уже крючок был, но безрезультатно все. Оп. Холостая опять. Холостая подсечка. Все в холостую у нас. Он опять подошла. Ну вот ты смотри, ну вот не могу подсечь и все. Она игру не подходит. Ну, сразу вот вставляешь и моментально подходит он. Ух, как, блин, сорвался. Ё-моё. Уже до льда, как бы до льда уже дошла рыба. И, наверное, об лед как-то он, или может крючок первый зацепился, что-то, в общем, ушла родимая. Все на месте, крючки, там опарыш есть. Так,
такая поклевка была активная вообще. Ну, подошла, родимая. Тихонечко. Ага, есть мелочь. Мелкая рыба начала беспокоить. Очередной мык. Он крупный, но идет. Пойдет. Такая и мелкая. Средненьких размеров. Не крупная, но и не самая мелкая. Бывает еще мельче попадает, но их я отпускаю. Вот из-за этого, наверное, и почечки не получаются, а почечка такая мелочь играет, там может еще мельче. Резко не дергают. Крупные они тихонечко так, аккуратно. Уже верняк. Заканчиваем рыбалку. После того момента, как я поймал последнюю рыбу, наверное, вот это может вот это, не помню уже который, но та рыба, которая поменьше была. И после того улова больше ничего не поймал. Где-то сидел еще минут 40 и до сих пор еще сижу. Были сотни поклевок, холостых тоже. Никак не могу подсечь рыбу. Рыба берет и сразу выплевывает, наверное, как-то. Или может за конец опарыша так осторожно хватает и все. Сегодня рыбалка заканчивается, и поймал вот сколько раз: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 штук, 10 мыков. На сегодня хватит. Жарку сделает, нормальная жарка получится. Не такие и мелкие, я вам скажу, средних размеров. Вон, прошлую рыбалку, когда вот показывал, хороший клев был. Ну, там покрупнее, конечно, были. Вот так вот. Сейчас на улицу еще выйдем, посмотрим. О, там вообще штормит. И не то дождь, не то снег. Я не понимаю, что там начался. Смотрите. Это снежок. Небольшой снежок. Но ветер сильный сегодня. 10 метров в секунду точно есть. И я уже сегодня крепил он так прикреплял нам. И здесь саморезы тоже вон палатка на саморезах. Если не саморезы, сегодня точно улетел бы. Поймали. И вот так со стороны выглядит мое хозяйство тут на льду. Вот тут мы и сидели возле песка. А там уже здесь вот пониже, если, скажем, от моей рыбалки метров 50, там пониже по течению, там глубина ужасная, там очень глубоко. И в основном рыба берет на мелководье. Вот здесь глубина под льдом на сантиметров 70, не глубже. И надо искать, наверное, где вот порог, где вот песок, и начинается глубина. В следующий раз, если получится приехать, наверное, буду искать то место, вот именно где тот самый порог. Ну, надоело, одним словом, надоело. Бесполезно, как-то вяло рыба берет. Еще, наверное, по пути остановлюсь к рыбаку, который я с утра видели. Спрашиваем,
поймал или нет. Может и ушел уже домой. Сколько там? Сейчас вот время сейчас 9 часов. Я после 5 выходил. Ну, 3,5 часа я точно рыбачил. Или может 3 часа. 3 часа рыбалки. Сегодня какое число? 23, как и говорил, не ошибся. 23 марта. Такой средненький клев. Клюет, но вяло бьет. Все, собираюсь и поеду, буду возвращаться обратно домой. Ну как там, Игорек? Как делишки? Не пугайся. Чего? О, это уже результат. Это что за фигня такая? Не знаю, как это. Но рыба это точно не назвать. Это ёрш? Да. Ну-ка. Да такие мелкие. Иди на мое место, там рыба клюет. Что там, елец? Да, мык. Ну да. Десяток поймал. Ты на доке удачка только, да? А, там в середине. Иди на поворот там. В общем, там я прикормил, там бесконечная поклевка, надоела она. Там играет, но вяло берет, но я 10 штук поймал. А эти-то, ну такие ерши еще мне не попадались, ни летом, ни зимой. Что такие они маленькие? Или это не ерш? Ёрш. А! Что маленький? Нет, какой-то интересный. А, ёрши ем. Там-то точно поймаешь, если поднимешься. И обратно. Может, поедем? Не хочешь? Я уже все надоело. Сколько рыбачил, на 3 часа где-то. 9-11. Сейчас. Ну, самое то. Ну ладно, Игорь, я поехал. Поедем дальше.